Шум врачей алготнений. Доброго здоровья, друзьям! Я Болян Сирис, иниазор народа Эрзя, ветеран русско-украинской войны и участник Лиги свободных наций. Лига выступает за создание свободных, независимых государств, а вы смотрите третий выпуск военного блокнота. И сегодня мы подводим итоги 130-й недели войны. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, и мы начинаем. Идет третья неделя Курской операции. Информации поступает все больше, и наша карта становится все подробнее. Украинская армия перешла реку Суджа и вошла в поселок Мирный и в поселок Мартыновку. Кроме этого, другие населенные пункты. Таким образом, что украинцы контролируют все села по периметру Суджи, а русские войска потеряли возможность контратаковать и вернуть себе город. Сейчас они сдерживают ВСУ по условной линии Кременное, Погребки, Черкасская Поречная, Бирюковка, Уланок. Сплошной линии обороны нет, и диверсионные группы ВСУ проходят в русский тыл. Южнее пока без изменений. Здесь российская армия удерживает Белицу и соседние села. Больших успехов ВСУ достигло западнее Суджи. Им удалось войти в восточную часть районного центра Коренево. В сети имеется фото украинского солдата возле почтового ящика. С целью опровержения российские солдаты сняли видео в центре города. Сейчас их разделяет речка Крепна, правый приток реки Сейм. На этом же направлении украинцами занято село Снагость и ряд сел вдоль границы. Продолжается неспешное выдавливание российских войск правый приток реки Сейма. Это делает положение русских в этом районе угрожающим, потому что авиацией и артиллерией украинцев уничтожены все три моста через Сейм. Мост близ Глушкова был уничтожен, разрушен 16 августа, а затем 18 и 19 августа были разрушены еще два моста. Русские навели две понтонные переправы, но, по крайней мере, одна из них уже уничтожена. По разным оценкам, около 3000 российских солдат попали в капкан. Нет, это не окружение, но связь с тылом сильно затруднена. Сложно увозить раненых, возникают проблемы с пополнением. Техника, топливо, боеприпасы, личный состав и так далее. Кроме того, необходимо учитывать и психологическое воздействие такой ситуации на солдат. Через Сейм наводятся понтонные переправы, но они почти сразу уничтожаются украинцами. Река здесь течет по открытой местности. В небе круглосуточно висят украинские разведывательные дроны. На этом участке все русло реки попадает в зону действия украинской полевой артиллерии и со стороны Суджи, и со стороны украинской границы. Практически российские войска находятся в огневом мешке. И сейчас идет совсем не спортивное соревнование. Русские быстро наводят понтонный мост, а украинцы еще быстрее его уничтожают. Украинская сторона выигрывает. В сети есть множество видео уничтожения российских переправ. Судя по всему, украинцы смогут перекрыть снабжение российским войскам за Сеймом. Невозможно предугадать, какое решение будет принято русскими генералами. Выведут ли они свои войска или в очередной раз пожертвуют людьми, уповая на русское классическое «бабы еще нарожают». С этим, кстати, не все хорошо. Российское общество акушеров-гинекологов заявило, что в роддомах не хватает 11 тысяч врачей и акушеров. В Костромской и Магаданской областях, Камчатском крае, Еврейском, Ненецком и Чукотском автономных округах нет ни одного перинатального центра. А число новорожденных в РФ в этом году снизилось, и специалисты наблюдают самую низкую рождаемость с 1999 года. Но вернемся к нашим баранам. В оригинале, кстати, к овцам. The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников утверждает, что для возвращения захваченных территорий российскому командованию потребуется группировка из 20 тысяч хорошо подготовленных военнослужащих, которых, судя по всему, пока нет. Поэтому у ВСУ есть реальная возможность войти в третий райцентр Курской области Глушкова и соединиться со своими войсками в Теткино. Таким образом, удвоить площадь подконтрольной зоны и создать надежную буферную и санитарную зону между Российской Федерацией и Сумской областью. Меньше российских бомб будет падать на украинские города. Впрочем, русские бомбы падают и на свои города тоже. Вот, например, кадры из Льгова. Российский корреспондент ходит вокруг воронки, образованной взрывом русской авиабомбы, но публично и привычно лжет, что такую воронку в земле оставил боеприпас украинского «Хаймерса». С начала Курской операции ВСУ звучало много критики и выражались сомнения в ее целесообразности.
Сейчас же все больше голосов говорит, что Украина просто обречена наступать на территорию России. Вот, например, британская газета «Таймс» гадает, куда Украина пойдет дальше. Украина захватила огромное количество российских пленных. ВСУ имеет преимущество в огневой мощи, а их диверсионные группы проникают все дальше. Леса укрывают от дронов, а значит, для противодействия ВСУ российскому командованию придется перебрасывать сюда еще больше людей. Москва все еще не желает идти на мирные переговоры, а значит, Украина будет продолжать наступление и проводить подобные операции в Брянской и Белгородской областях, пишет обозреватель. Друзья, если вам нравятся наши обзоры, то поставьте лайк этому видео, задайте вопрос в комментариях или выскажите свое мнение и подпишитесь на наш канал. А мы продолжаем. Украинская власть создала в Судже военную комендатуру, убрала Ленина с центральной площади, а военные раздают гуманитарную помощь местным. Кстати, многие из них, из местных, неплохо говорят на украинском языке. Нет, это все вам. Это все вам. Да вы что? Поделитесь. Вы что-то на улице знаете, кто и что не Хорошо, теряет. спасибо большое. Сейчас я бабу Галю позову, чтобы это сделать. Возьмете. Подождите, хлопчики, подождите, мою родненькую. Ой, Господи. Военный журналист Юрий Бутусов нашел в военкомате и сжег личные дела призывников, в том числе и уклоняющихся от военной службы, чтобы российской администрации, впрочем, вы и сами понимаете, для чего украинский журналист это сделал. А российские солдаты до сих пор надеются, что война все спишет, что им можно грабить не только на оккупированных украинских землях, но и на своих тоже. Вот посмотрите видео мародерства российских солдат. На этих кадрах кадыровец грабит местный салон сотовой связи. Его личность уже установлена, а один военкор даже написал, что они, цитата, должны ответить по законам военного времени. Очень интересно будет посмотреть, как русские солдаты заставят отвечать за свои поступки целого кадыровца. Кстати, про кадыровцев. Главным кризисным спикером российская пропаганда сделала заместителя начальника военно-политического управления всей армии Апти Алауддинова, по совместительству командира кадыровского подразделения Ахмат. Ни Путин, ни Герасимов, ни министр обороны Белоусов вообще никак не комментируют вторжение. Похоже, что козлом отпущения назначен Апти, который в своих речах призывает останавливать наступление ВСУ срочниками. «А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?» – резонно спрашивает Апти у русских. Он успокаивает родителей вчерашних школьников, что волноваться, мол, не стоит, поскольку те, кто будет убит, попадут в рай. А сам, надо полагать, предпочитает Дубай. Кстати, у него 12 детей, и ни один из них пока не попал на фронт. В Украине, положение которой значительно сложнее, а население в разы меньше, приостановлен призыв на срочную службу. А срочников, что уже служат, не отправляют и не отправляли на фронт. Но в Великой России все иначе. С давних времен человеческая жизнь здесь ничего не стоит. В России до 21 года по возрасту запрещено управление трамваем и троллейбусом. Если вы моложе, то вам не продадут крепкий алкоголь. А вот сразу после школы отправить на смерть всегда пожалуйста. В прошлом выпуске мы показали некрологи и обратились к матерям срочников, чтобы они повлияли на детей, не давали им подписывать контракты и спасли их от бессмысленной смерти. Мы призывали писать петиции и обивать пороги воинских частей и кабинетов губернаторов, требовать вывода своих детей из зоны боевых действий. К сожалению, многие до сих пор находятся в плену своих заблуждений. Издание «Медиазона» написало репортаж о матерях, которые ищут своих без вести пропавших детей. Матери до сих пор верят, что Путин просто не в курсе. Вот царь-батюшка узнает и все исправит. А может и всех оживит? Он все отлично знает. Он один из главных организаторов человеческих бед и страданий, организаторов этой войны. Бесчеловечно еще и то, что российские власти отправляют на войну украинских детей с оккупированных территорий, воевать против своих. Подростки, которым удалось вернуться в Украину, рассказали, что русские уже принуждают их учиться стрелять из автоматов, ставят на военный учет и даже отправляют повестки, как бы наперед. Они обязывают подростков явиться в военкомат в следующем году. Москва создала ужасные, нечеловеческие условия для жизни в своей стране, но на оккупированных территориях реальность во 100 крат страшнее. Там нет даже видимости законности. Там каждый русский с оружием и есть закон. Между тем, Украина находится в стратегической обороне. Россия продолжает наступление на Покровск. Эта битва становится главным сражением лета.
Оккупанты активно атакуют город, который является крупным центром снабжения и сейчас находится в 10 километрах от него. Российская армия вытесняет ВСУ из Торецка и Нью-Йорка. Эти два города были последними опорными пунктами Украины со времен 2014 года. Но британская деловая пресса пишет, что последствия Курской операции докатились и сюда. Сейчас русским артиллеристам ввели нормы расхода боеприпасов. То, что сверх нормы, отправляют под Курск. Это хорошая новость для украинской армии. Несмотря на развитие технологий, артиллерия, как и раньше, бог войны. И, скорее всего, темпы продвижения оккупационной армии будут замедляться. Извините, но мы не можем умолчать об очередном жутком, ужасном происшествии. Уже достаточно свидетельств военных преступлений русских. Порой преступники откровенно хвастались своими злодеяниями. И вот еще одно. Нелюди из 155-й бригады морской пехоты отрезали голову пленного украинского солдата и насадили ее на пику. Мы не будем показывать видео. В ответ украинские солдаты массово атакуют дронами пехоту и бронетехнику этой бригады. Им не приходит в голову резать в ответ головы пленных русских. Два разных мира, два разных понятия о чести и достоинстве. Нацисты или садисты, или все вместе разом, из подразделения «Русич» в своем телеграм-канале публично призвали соседние российские подразделения передать им украинского пленного, желательно не славянина, для жертвоприношения. Это подразделение казнит пленных с начала войны. Это и есть тот самый русский мир. Он несет смерть тем, кто отличается разрезом глаз, кто не под тем флагом, кто говорит не на русском, кто просто хочет жить свободно в стране, где ценятся человеческое достоинство, права человека и народов. Русский мир должен быть разрушен. Друзья, мы будем и дальше следить за развитием событий, а вас попросим поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. До новых встреч. Вас Томазунок, Ялгат.